Их жизни оказались под угрозой. 6 семей, живущих в двухэтажном доме по адресу Воинов-Интернационалистов 24 в Стерлитамаке, были вынуждены покинуть свои квартиры из-за возможности обрушения жилого здания. Такой риск появился после демонтажа одной из перегородок. Строители снесли несущую стену. Какова судьба жильцов и кто виноват в сложившейся ситуации, разбирался Руслан Батыргареев. Вот отсюда плинтус был под обоями. Земля из-под ног у него, конечно, не ушла, вот провалиться пол вполне мог, учитывая, какая щель появилась в квартире Константина Милютина. В тот день мужчина находился на кухне. С нижнего этажа доносились звуки перфоратора и кувалды. В один момент раздался грохот. Ну как что-то ухнуло, прям грохот. Он подбежал сюда вот в зал. Здесь все пыль столбом, ничего не видно было. Сейчас мужчина может наблюдать за строителями прямо из гостиной. В квартире Милютиных жить теперь небезопасно. После демонтажа перегородки обрушилась балка и частично потолок на первом этаже. На вопрос к подрядчику, почему снесли эту стену, ответ нам не сказали в БТИ, что она несущая. Она была вся заштукатурена, ее не видно было, на что она ложилась. Там 20 сантиметров была... 20 сантиметров была перегородка. Несущие балки на 20-сантиметровой перегородке не ложатся. Как строители могли допустить такую ошибку, жители в недоумении. Подрядчики производили реконструкцию помещения под магазин. Заказчиком на объекте является крупная торговая сеть, которая арендовала часть здания у муниципалитета. Проекты разрешения на данное мероприятие они не получали. В процессе производства работ был выполнен демонтаж несущих стен, что привело к частичному обрушению балок. Был произведен осмотр помещений на предмет угрозы жизни и здоровья граждан, проживающих в данном доме. Под угрозой обрушения оказались квартиры 6 семей. Среди них и молодая пара с 2 грудничками. Торговая сеть, выступающая заказчиком работ, в итоге взяла на себя обязательства по их временному расселению. В ближайшие пару месяцев жители этого дома не останутся на улице. Им выделили средства на аренду временного жилья. А вот когда же они вернутся в свои квартиры, пока неизвестно. Еще предстоит экспертиза на предмет возможности проведения ремонтно-восстановительных работ. Руслан Батыргареев, Станислав Птица, Ильдус Камалеев. Новости Стерлитамак.